Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире, как обычно, программа «Кузгараз» и я ее ведущий Ирагиль Икеев. Позвольте представить моего сегодняшнего гостя, начальник департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Асет Казакбаевич Чиндалиев. Добрый день, Асет. Спасибо за Дорогие друзья, я напомню, что вы смотрите нас в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете их задать по телефону прямого эфира 55 37 10. Буквально недавно, можно сказать, да, на той неделе состоялась коллегия Генеральной прокуратуры Республики Казахстан с участием Асхата Даулбаева, с участием руководителей центральных государственных органов, депутатов парламента Республики Казахстан, где рассматривается вопрос соблюдения законности при изъятии земельных участков. Так, да, Свет, да? Да. За последние 3 года из бюджета за изъятое имущество выплачено уже свыше 47 миллиардов тенге. Это только за часть, подлежащую выкупу земли. За все проекты, не все проекты до сих пор реализованы. Многие еще в перспективе или в стадии разработки. Как показала коллегия, вопрос изъятия актуален не только для собственников, но и для государственной казны. На заседании были озвучены факты нарушения законности, обозначены проблемы и возможны пути их решения. Когда, Асет, ты доложил об этом во всеуслышание, я скажу, не совсем приятно было видеть факты, когда, скажем, в некоторых регионах 10 соток земли с 23 миллионов дошло до 200 с чем-то миллионов тенге. Для меня это было что-то какое-то сногсшибательное. Почему? С чем это связано все-таки, Асет? Ну, как бы, эта проверка нами проводилась для того, чтобы мы видим, что с 2005 года вообще количество изъятой земли постоянно увеличивается. Вот как вы с 2005 года всего выплачено более 70 миллиардов тенге. Как вы отметили, за последние 3 года эта цифра составила 47 миллиардов тенге. Но прокуроры в этом случае тоже мы не бездействовали, начинали тоже свою работу, поэтому проверили, выявили очень множество нарушений. Фактически по актам прокурорского реагирования предотвращены потери бюджета на 5,5 миллиардов тенге, из них только по протестам прокуроров на судебные акты на 5,1 миллиарда тенге. В дисциплинарном порядке наказано более 10 должностных лиц, у нас возбуждено 28 уголовных дел, 95 фактов сейчас проверяется специальными прокурорами и финансовой полицией. Причин очень множество, это может быть и несовершенство нашего законодательства, может быть и какая-то заинтересованность тех же государственных чиновников на местах, имеется в виду, либо сама нечистоплотность и мошеннические действия собственников земель. А вот можете озвучить конкретные нарушения? Конкретные нарушения, это вот мы выделили несколько основных видов нарушений. Это вот в первую очередь мы обратили внимание на предоставление земель, которые в будущем государство планирует выкупить. Вот, то есть чиновники, заранее зная о том, что эта земля нужна будет для реализации какого-либо государственного проекта, предоставляют эти земли в частную собственность. Вот, в частности, был яркий пример по городу Шымкент, когда в 2004 году государство выкупило фактически 283 гектара земель для строительства нового микрорайона Нурсат, предусмотренного государственной программой жилищного строительства. Но действительно 40% земель это и освоили, выдали государственный акт на право землепользования и управления строительства, но в последующем, когда прекратилась стройка, оставшуюся землю распродали опять частникам. Сейчас в этом месте собираются строить новый административно-деловой центр города Шымкент, и поэтому государство вновь вынуждено выкупать эти земли. На сегодняшний день уже с началом выкупа уже выплачено 146 миллионов тенге. Здесь кто был заинтересован в этом вот именно вот такую аферу специально такого провели? Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, все должностные лица будут установлены и наказаны. Но хотел бы еще отметить, что при проведении вот этих всех мероприятий были уничтожены все земельно-кадастровые дела первоначальные по этим земельным участкам, и также почищены все базы данных. Сейчас трудно будет установить теперь, да? Ну, сейчас следствие выясняет
проводится проверка доследственная. Наш специальный прокурор специально уполномочен А генеральным. вот в других городах, скажем, в Астане, в Алмате, вы тоже Да, в Алматинской, конкретно приводили примеры? да, вот в частности, такие же схемы предоставления за земельных участков, когда чиновники заранее знали, были выявлены в Алматинской области. Это вот известный проект строительства городов-спутников города Алматы, 4G так называемый. Там тоже несколько сот гектаров было предоставлено частным лицам фактически незаконно, хотя чиновники знали о том, что эта земля будет использована для строительства этих городов. Как проблема высветилось то, что вот в этом плане наше законодательство хоть и предусматривает резервирование земель для строительства таких проектов, но все еще на местах вот резервирование земель для строительства каких-то крупных государственных проектов еще не применяется. Но другая схема еще нарушений – это выкуп земель, когда нужды государства в этом нету. Например, в Акмолинской области акимат решил выкупить землю у частного предпринимателя за 42 миллиона тенге. Хотя в этом государство не нуждалось, да? Хотя та дорога, которую планировал построить акимат, она проходила совсем в другом месте. То есть этого участка она не касалась. После принятия мер прокурорского реагирования соответствующее постановление, все было отменено. Отменили постановление об взятии земельного участка. У нас телезритель, оказывается, заждался. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Пожалуйста, слушай. У меня имеется один вопрос. Да. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. В 2010 году купил земельный участок за 9 миллионов тенге. Этот участок был предназначен для строительства и размещения станции технического обслуживания. Сразу станцию не смог построить, были материальные трудности. В марте 2013 года обратился в местные исполнительные органы для оформления разрешительных документов под строительство. Но через месяц я получил уведомление о предстоящем изъятии данного участка для государственных нужд. В качестве компенсации мне предлагают 9 миллионов, согласно моего договора о покупке земли. Я не согласен с данной суммой, но до настоящего времени у меня этот земельный участок не изъят, но и разрешение на строительство мне никаких не выдают. Сейчас я имею деньги и желание построить. И вот основной вопрос имеется... Вы не бросайте трубку. А вы какие-то работы проводили? Почему вы сейчас требуете больше, чем 9 миллионов? В связи с чем? С учетом инфляции или что там? Как? Я не знаю. Потом... это Асет, я думаю, потом ответит, пожалуйста. Да, это тоже учитывается. Просто в настоящее время я почему не хочу продавать, я хочу построиться и работать. Если, например... Понятно. Спасибо большое за вопрос. Но в первую очередь хотел бы отметить, что любое строительство у нас в Казахстане должно проводиться с обязательным разрешением органов архитектуры и градостроительства. Без соответствующего разрешения любая постройка будет считаться незаконной, и соответствующие органы будут привлекать, в частности, заявителя нашего к ответственности, вплоть до сноса этих строений. Но о том, что действительно действующее законодательство нам не запрещает после получения уведомления строить что-либо, но в этом случае уже убытки какие-либо, если понесет собственник, то есть вероятность, что это не будет возмещаться. Потому что и судебные органы все могут прийти к выводу, что это умышленно сделано для того, чтобы поднять сумму компенсации то же самое. Поэтому в первую очередь у нас законодательство предусматривает не только выплату денежной компенсации, но есть такие методы, как натуральное возмещение. То есть, если вы не согласны с денежной компенсацией, вы можете обратиться и уже с местными исполнительными органами решить вопрос мировое, и взамен этого участка, если вы хотите строиться, именно построить СТО и заниматься бизнесом, получить другой земельный участок и там же развивать точно так же этот бизнес. Вот я сегодня говорил об ущербе. А вообще предполагаемый ущерб какой государству? А то такие вот махинации. Предполагаемый ущерб у нас сейчас очень сложно определить, потому что за эти 2 года, которые мы проверяли, заключены несколько десятков тысяч сделок именно местных исполнительных органов с частными собственниками земель, плюс более 1000 гражданских дел рассмотрено. По ним всем все еще проводится проверка. Вот на коллегии генеральный прокурор дал поручение, чтобы до 3-го квартала эти все проверки завершились, чтобы каждый договор проверили, и в последующем, возможно, этот вопрос вынести уже на заседание правительства. Но на сегодняшний день, как я уже сказал, предотвращены потери более чем на 5,5 миллиардов тенге. Но еще мы сейчас
предъявили 84 иска на сумму 2,8 миллиарда тенге. 84 иска. 84 иска на 2,8 миллиарда тенге. Это вот оспаривание сделок, постановлений местных исполнительных органов разные. Там. Я понимаю, Асет, я хотел бы уточнить такой вопрос. Строительство автомобильной дороги Западная Европа и Западный Китай. Есть как раз такие проблемы там? Наверное, с этого началось где-то? Или Да. это было поручение главы государства было? Западная Европа, Западный Китай, мы также проверяли этот вопрос, но я как сказал, по сделкам там несколько тысяч сделок, они сейчас проверяются эти, пока результаты я какие уже сказал. Но вот из уст, то ли прокурор области прозвучало, помните? да, по западному Уже было принято решение, что по этой трассе будет строиться дорога. Она была уже продана в это время. там был не Западная Европа, там был чуть-чуть другой факт. Это тоже касается Западной Европы, Западного Китая, но это другое ответвление. Это на Международный центр приграничной торговли Харгос. То есть там земля до этого предоставлялась МЦПС Харгос, так называемому, для строительства автомобильной дороги к этому центру. Но в последующем Акимат выносит второе постановление и предоставляет эту землю частному лицу. И частное лицо через несколько лет, когда уже дорогу построили, 300 метров этой дороги проходит по этому участку. Это частное лицо предъявляет в суд, говорит, возместите мне 200 миллионов тенге, либо сносите дорогу. Но здесь оказалось, мы выявили, что нерасторопность местных исполнительных органов, потому что они не своевременно заявили исковые требования об изъятии этих земельных участков, 300 метров этих дороги. В результате бюджету мог быть нанесен ущерб на 1,2 миллиарда тенге. Это деньги, затраченные на строительство этой дороги, получается. Но благодаря принятым прокуратурой мерам иск подали. Сейчас землю эту изъяли и в конце концов собственнику выплатили всего лишь 400 тысяч тенге. То есть она просила. Телефон. Мы вас слушаем, пожалуйста, уважаемый телезритель. Говорите. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я 10 лет назад вот построила сама дом, да, земельный участок мне был бесплатно, государство мне дало. Построила, а теперь у меня хотят, вот зимой мне уведомление пришло, что у меня хотят изъять этот земельный участок. Что мне положено по закону? Скажите, вообще, какой право ли город, государства область, сейчас? скажите, пожалуйста. Город Астана. Город Астана. Да. Какой район это? Какой? Где это? Исильский район. Исильский район. Что скажете, Асет? Ничего. Ну, право собственности у нас, конечно, неприкосновенно. Это гарантируется Конституцией у нас. Но, как уже говорили, что государство может изъять земельный участок при соблюдении определенных условий. Это для государственных нужд. Ну, под это подпадает именно одно из нужд, это развитие городов, генплан городов. Например. Для строительства тех же школ, больниц, каких-либо парков, либо тех же многоэтажных домов для жителей того же города, Астаны в частности. Но при этом размер компенсации определяется исходя из требований законодательства о государственном имуществе, о жилищных отношениях, о земельных отношениях. Есть различные подходы к определению размера компенсации. Если это пустующий земельный участок, то согласно законодательству земля изымается по цене приобретения этого земельного участка. То есть или у государства, или у частного лица. Если на этом земельном участке стоит какой-либо жилой дом и есть насаждение, то уже изымается исходя из рыночной цены. Рыночную цену определяют уже соответствующие оценочные компании. Асет, а как быть? Аферисты такие есть. Они за это время 10 раз перепродают. Да, есть такие факты. Как в этом случае? А что остальным быть тогда? Как в этом случае вот как раз таки на коллегии была поставлена задача, потому что мы столкнулись с такими фактами, когда за короткий период времени один и тот же земельный участок его сегментируют и перепродают несколько раз. То есть сумма за счет этих сделок возрастает кратно. То есть может там с 19 тысяч до 20-25 миллионов возрастать. У нас такие факты были. Но для того, чтобы этого предотвратить, вот именно генеральный прокурор на коллегии ориентировал всех прокуроров, чтобы в судах, когда изъятие земельных участков происходит, чтобы именно смотрели правомерность возникновения права собственности у последнего, у которого изымают. Чтобы всю эту цепочку отследили и посмотрели, нет ли где-то аффилированности, либо специальные мнимые сделки соблюдались, чтобы поднять сумму компенсации. Какие у вас при изъятии, какие проблемы возникают? Об этом тоже говорили. Помните, Марат Шейхович Когам поднимал этот вопрос? Да, помню, да, Там еще нормативные акты.
Есть проблемы, но вот, в частности мы как раз таки предлагали для решения тех проблем, которые мы столкнулись в рамках этой проверки и подготовки коллегии, мы предложили несколько организационных и законодательных мер. В частности, законодательные меры мы хотели, чтобы вот если право справедливого компенсирования по цене сделки, если собственник купил эту землю, например, 5-10 лет назад, то, соответственно, через несколько лет эта цена, конечно, другая. Поэтому мы предлагали в законодательство внести норму, предусматривающую индексации цены сделки. То есть. Плюс мы столкнулись с тем, что у нас очень много недостоверных оценок было. Поэтому предложили, чтобы усилили ответственность тех же оценочных компаний. Усилили ответственность юридических служб государственных органов, которые сами, у нас были факты, предъявляя исковое требование, потом его с молчаливого согласия забирают его, в итоге и подписывают соглашение о выкупе земельного участка. В итоге земельный участок, цена возрастает многократно. Тоже на основании фиктивных, тех же мнимых сделок вот этого происходило. Другую ответственность мы предлагаем внести административную ответственность и внедрить механизм изъятия земель, которые не пользуются годами. Это вот вокруг Астаны есть такие земли, вот, в Алмате есть. Собственник получает и ждет для того, чтобы потом навариться и, как бы сказать, спекулятивные сделки с этой землей совершать. Чтобы такого не было, мы предлагаем через определенный период уже, чтобы он привлекался к административной ответственности, и этот земельный участок уже изымался в собственность государства. А все тут, кажется, как специалисты, может быть, конкретно к этой нашей сегодняшней теме не относятся, но вместе с тем, вот, сельхозназначение земель, они во многих случаях находятся в этом, как его, под залогом банков. Миллионы гектаров земли. В этом случае как это можно решать вопрос? В обороте нет этой земли. Под залогом находится. Ну, если даже под залогом, это не наличие залога не препятствует тому, чтобы государство могло изъять. Можно, да? Может изъять, да, этот земельный участок. Вот, Я особо хотел бы обратиться Акима Акмолинской области. Надо же быстрее, посевная сейчас идет. Этот вопрос же можно решать. А как телезрители, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Говорите, да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорим уже оба хором. У меня вопрос такой, у меня в Куэндак участок. Где? Участок. Так. Буквально 2 года прошло, а смогу я, допустим, на следующий год только застроить, потому как бы финансами у нас проблемы. Вопрос какой? То есть через сколько мне могут его изъять? То есть сроки какие мне, допустим, для того, А у вас в договоре как там написано? На какой срок вам предоставили землю? Там я его выкупал у кого-то частника, то есть где, в смысле, документы, акции на руках. Ну, я думаю, вы ответите. Да, если пустующий земельный участок, то за пустующий земельный участок будет компенсация по цене приобретения. То есть, если вы покупали участника за сумму, за какую сумму участника покупали, за такую же сумму будет государство у вас и выкупать эту землю. Если он не освоен. Изъятие, когда могут в любое время стать. Изъятие возникает только после того, как выносится соответствующее постановление местного исполнительного органа об изъятии для государственных нужд того из земельного участка. Если на этом земельном участке уже сейчас известно, что государство будет строить какие-либо объекты социальные, либо государственного значения, либо в рамках какой-то развития какой-то государственной программы, то соответствующее постановление акимат выносит, потом направляет уведомление собственнику о том, что у него будет производиться изъятие. Вот, Асет, скажи мне, бороться с властью, с акимом города, района, не так просто, скажу, простому человеку, как вот я, например. Мне говорят, изымаем для государственных нужд. Я не знаю, я должен убедиться в этом генеральном плане застройки или как? Не, ну вы должны обязательно в акимат обратиться с соответствующим заявлением, и чтобы вам доказали, что именно для государственных нужд они изымаются. А там они строят, и в постановлении жилье строят. Как быть? В постановлении описывается, но видите, строительство жилья тоже может быть под государственным тоже нуждом, может быть, да? Потому что жилье. это развитие Мне, значит, 10 соток, которые дали, у меня изымают. Это генеральный план развития города. Да. В генеральном плане развития города именно размечается, что здесь будет строиться жилой комплекс, здесь будет строиться больница, школа, вот
Если ваш земельный участок попадает, где будет строиться жилой комплекс, и это предусмотрено генеральным планом, то соответствующее постановление будет уже выноситься, и с вами уже уведомление направляется. Но здесь не обязательно до суда, здесь можно будет разные механизмы. Я говорю, один из самых приемлемых механизмов, на мой взгляд, и вот в Генеральной прокуратуре, на наш взгляд, что это равноценное возмещение земельного участка. То есть, если у вас 10 соток забирают, чтобы вам предоставили 10 соток. В таком плане. В другом месте, В да? другом месте, да. Вот. Мы слушаем, пожалуйста, уважаемый телезритель. Алло. Да? Алло, ассалаумағалейкум. Валикум салям. Иракил аға, менде бір екі сұрағым болып тұр да, жер жайында. Да. Айта бер, айта бер. Аха, Қаскелең ауданы. Так. Қаскелең ауданында аудан әкіміне арыз бердім. Ана 10 сотық жер сұрап. Иә. Мгм. Олардан типовой барлығына беретін жауабы, что сендердің сельский округ, заявлениені сельский округқа бересің, сельский округтан жер жоқ, содан кейін саған жер жоқ дейді. Хотя осы Қаскелең ауданының басқа сельский округында жер беріп жатыр. Обязательно сатылып беріп жатыр. Бұлай берілетін жер жоқ. Бірінші сұрақ түсінікті, екінші сұрақ. Ал екінші сұрақ. Жақында ғана әлгі министр экономики айтып жатыр, қазіргі алдағы уақытта подзаконный актердің барлығы не қылмайды, жұмыс істемейді, тек закон бойынша жұмыс істелінеді дейді. Сол ескі бұрынғы шыққан подзаконный акқа солың қатысы бола ма, болмай ма? Айта алмаймын, қазір Әсет ініміз, может на русском языке говорит, Әсет? Можно на русском языке. Да, пожалуйста. Если телезритель поймет, то как бы вопрос, который поднимает, первый вопрос, который поднял автор, это касается предоставления земельных участков. Это как бы не совсем тема той коллегии, которую мы проводили. Но если у вас есть какие-то конкретные факты о том, что ваши права нарушаются или со стороны акимата есть какие-либо нарушения, то вы можете обратиться в ту же местную прокуратуру Карасайского района, которая соответствующую проверку проведет и при наличии нарушений примет меры тому же акиму. По второму вопросу, работа подзаконных актов, подзаконные акты, они принимаются для того, чтобы уже детально регламентировать те законодательные нормы, которые приняты парламентом. Поэтому эти подзаконные акты должны в точной мере соответствовать закону. Поэтому если этот подзаконный акт не противоречит закону и он считается действующим, то он должен применяться. Асет, конечно, наша сегодняшняя тема, вопрос первый не относится, но вместе с тем, раз телезритель интересуется, знаешь, как вот человек хочет построить жилье. Вот, я так понимаю, хочет построить жилье. Но неужели у нас 9-е место в мире занимаем, по занимаемой площади в мире, мы не можем человеку предоставить участок. Вот вопрос в чем. Внесли изменения в земельный кодекс, что с учетом, значит, мы должны подвести канализацию, там, только после этого мы предоставляем. Слушай, предел 30 километров от Алматы, дайте место, пусть строит человек. Или дайте 3-4 варианта, или там 10 вариантов различных видов домостроения. Вот такой должен быть стиль. Пусть выбирает, строит. Возможно, неужели этот вопрос нельзя, этот вопрос решить? Этот вопрос-то как бы не одного дня, этот вопрос уже несколько лет рассматривается, насколько я знаю, и на правительственном уровне. Это все. Пожалуйста, слушаем. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Саламатсыз ба? Валикум салам. Мен Қызылорда облысынан звондап тұр едім. Иә. Бізге үкімет жер берді. Иә. Сол біз 2 жыл бұрын сол жерге үй салдық. И сол жерді енді айтып жатыр да, халықшы жоба шықты, что алдағы уақытта сносқа кетеді деп. Иә. Енді ол сносқа кететінін біле тұрады, сол 2 жыл бұрын неге жерді үкімет береді халыққа деймін да. Өте жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. А ол Қызылорда қаласының ішінде ме? Жауапты, сол жерді берген адамдар неге жауапты болмайды екен? Ол халық страдать етеді, қайтып болмаса компенсация үйдің орнына ақша береді. Ол ақшаны алады да қайтып басқа жерге үй салады. Сол үйдің егесі страдать етеді да уже. Қаланың Қызылорда қаласының ішінде ме? Иә, Қызылорда қаласында. Вопрос для проверки как раз. Это, да, очень интересный вопрос, я скажу, да, очень актуальный. Как вы в начале нашей встречи я говорил, что одна из
одно из нарушений, которых мы выявили, это именно предоставление земель чиновниками, которые они прекрасно знают, что в последующем будут изыматься. Вот именно такие факты мы выявляли. Если этот факт есть, я думаю, прокуратуру области надо будет написать, чтобы они проверили, если действительно на тот момент, когда в частную собственность этот земельный участок предоставляли, был на тот момент или генеральный план, или постановление акима об изъятии земельного участка, то надо будет уже проверять. Спасибо, Осет. Наше время стекло. Я хочу напомнить вам, Осет, что сегодня вот буквально на днях прорыв плотин, погибли люди. Я думаю, что Генеральная прокуратура вмешается, примет меры. Буквально в марте месяце рапортовали на заседании правительства, что у нас таких ЧП не будет. А вот сейчас уже погибшие люди есть. Сегодня у нас в гостях был начальник департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Осет Казакбаевич Чиндалиев. С вами, дорогие друзья, я прощаюсь. До скорой встречи в эфире. А вам огромное спасибо, что пришли Спасибо нам большое. рассказать. Спасибо.